Они были очень содержательные, несмотря вот на то, что были крепостными. У нас же примеров немало, когда из крепостных выходили очень непростые люди, да, и просвещенные, и таланты. Очень интересная у нас династия такая, от Никитиных начинается. Вот. Наши прадеды Яков Иванович Никитин и Ксения Анисимовна Никитина, вот наши прадедушка и прабабушка. Приехали они сюда из Красноярского края, село Хлоптуново. Прадедушка Яков Иванович, он родился в 1849 году в семье крепостных. С 17 лет стал работать батраком. И что интересно, семья Степановых. Очень зажиточная семья, и он у них работал, как раз батрачил. И вот Ксения полюбила Якова. А родители Степановы, тоже наши прадеды, они были в то время против. И самостоятельно, самокруткой вот считается, что самокруткой, то есть без разрешения, без благословения, они поженились и ушли самостоятельно в жизнь. Дед стал работать. Он сначала работал бродячим стекольщиком, потом освоил ремесло столяра. И вот там у них родилось в Хлоптуново 4 детей. За непослушание, за неподчинение семья была выслана сюда, в Булгунюхтат Мегино-Кангаласского района. Продолжали работать, жить, трудились, воспитывали детей. Дети, правда, были маленькие. Вот. Когда нужно было детей отправлять в школу, значит, Яков Иванович пишет сюда, в управу городскую Якутска, письмо, прошение, чтобы семье разрешили переехать в Якутск. И такое согласие было дано. Они переезжают в Якутск, и здесь он продолжает столярничать. И таким образом местная управа, значит, решает вопрос приписать его к сословию мещанин. И так они становятся мещанами. Дети получают право учиться, потому что не все дети могли обучаться, а только вот состоятельных родителей. В 1906 году открывается сначала Мариинский приют, а потом Ольгинский в 1908 году. Открываются приюты для детей-сирот. Ну, вот были же ссыльные дети, они не могли содержать, поскольку были в заключении. Детей брали вот в эти приюты, и там о них заботились, об этих детях, о детях заключенных. В Ольгинском приюте открылся для мальчиков обучение уроков трудолюбия. И пригласили вот как раз прадеда Якова Ивановича Никитина вести вот эти уроки трудолюбия для мальчиков. И вот интересно, да, вот «Истоки современного образования». И в этой книжечке упоминается, да, о том, что Яков Иванович Никитин, мещанин, один из лучших столяров города, вот приглашен для работы в приюте. Вот отчет по Ольгинскому приюту, да, где пишут, что Ольгинский приют трудолюбия оказался в то же время и приютом для глухонемых были. Он работал и с такими детьми. И обучал детей вот один из лучших столяров в Якутске, мещанин Яков Иванович Никитин. Его ценили не только за знания и профессиональные умения, но и доброе отношение к питомцам приюта. И таким образом он до самого 1918 года, значит, работал с этими детьми. А потом началась революция, да и он уже постарел к тому времени. Все учителя занимались ликвидацией безграмотности. Уроки отвели, свои дети маленькие. И еще нужно было куда-то идти и кого-то научить читать, писать и решать. Взрослое население при этом. Надо отметить, что не все к этому с желанием относились, взрослые люди.
поэтому было трудно. Здесь 8 детей, 9 детей. Все получили образование. И не только школы, да, начальной, но и они учились в епархиальных училищах. Учились очень хорошо. И все получили педагогическое образование. Все работали учителями. Вот они, наши бабушки и дедушки. Степанида вышла замуж за купца Михаила Азарова. Вообще 7 детей было в этой семье Азаровых. Вот у них дочь родилась, тетя Валя наша, да, Валентина Михайловна Азарова. Она работала на центральном телеграфе связисткой и была мобилизована в годы войны, вот, и воевала. И вот статья здесь, что велика награде, той цена. Николай, старший сын, да, Николай Яковлевич, преподавал. У него жена учительница тоже, Павел, тоже учительствовал. Погиб в годы войны, Павел погиб. И погиб Николай Яковлевич тоже. Петр погиб в годы гражданской войны. Осип, Никитин Осип Яковлевич, тоже педагогом был, но здесь, в Якутске, значит, обратили внимание на то, что он очень увлекается техникой. И наша городская управа направляет его в Ленинград на учебу и просит о том, чтобы ему, представителю из Якутии, была оказана материальная поддержка и помогли с местом проживания. И так он стал студентом, и впоследствии он работал авиаконструктором в секретном бюро. Вот. И там у них еще был авиазавод, где он курировал тоже. Учительница начальных классов Мария Яковлевна Никитина Попова, она вышла замуж за Григория Андреевича Попова, тоже преподавал в то же время, потом увлекся историей. Мария Яковлевна, она кавалер ордена Ленина за свой долголетний труд и хорошую работу. Татьяна Яковлевна работала в лаборатории Менделеева Дмитрия Ивановича. Потом переехала сюда, в Якутск, и здесь преподавала химию в школах города и улусах. Агриппина Яковлевна Никитина Рукавишникова, вот бабушка вышла замуж за моего деда, Рукавишников Илья Митрофанович. Учительница, кавалер ордена «Знак почета», награждена знаком 15 лет ЯССР. Достойный был знак в свое время. Грамотой президиума награждена. Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1945 года. Это Верховный Совет награждает. Ну, в войну-то работали. Она основала 20-ю школу и была ее первым директором. И проработала 35 лет. Интересна судьба дедушки Ильи Митрофановича Рукавишникова. Илья Митрофанович, он начал работать здесь с 1909 года, еще до революции работал. Учителем работал. С 18 года Илья Митрофанович заведующий Якутским городским отделом народного образования при городской управе был. Там они и познакомились с бабушкой, когда проверяли, ходили школы, на уроках, вот, они там и познакомились. И посмотрите, как заботилась, город заботился. Его тоже отправляли на обучение. Он учился в Иркутске, и что интересно, да, отправляли всю семью. Вот ни одного его, 3 года он там учился, повышал квалификацию. И вместе с семьей. Время же трудное, там государство обеспечило им и проживание, и довольствие, в столовой могли питаться. А потом уже позже он был направлен еще в Ленинград. Химией тоже очень увлекался. И вот закончил в Петербурге, значит, институт, отделение химии. И здесь, когда приехал, кроме учительства, еще работал в гидрометслужбе. И вот есть сборник трудов Общества изучения Якутской ССР. И вот в этом сборнике тоже совершенно случайно обнаружено, что вот, а вот его рукопись. И оказывается,
исследование было поручено, изучить вот озера, да, и вот он провел, вот видите, все это лабораторно, анализы, все, состав вод этих. И вот заключение, что возможно, что тщательная геохимическая разведка с бурением обнаружила бы здесь соленостные слои промышленного значения. Вот видите, как все непросто. Да, вот. И это было опубликовано вот в 1936 году еще. Ирина Яковлевна Никитина, да, вот с младшей дочкой Лидочкой, тоже учитель. Она рано умерла в 1944 году, и поэтому у нее стаж всего 15 лет. Несмотря на то, что жизнь-то была сложная, они все многодетные. У них у всех по 5, по 6, по 7 детей. И в семье педагогов должен был воспитываться ребенок-сирота. Интересная фотография есть, это вот к юбилею Поповых вышла. Вот на этой фотографии все Никитины. Вот здесь вот все Никитины. Якутская городская конференция работников просвещения. Осип Яковлевич Никитин, Николай Яковлевич Никитин, Татьяна Яковлевна Никитина, Татьяна Григорьевна Никитина Соколова, это жена Николая Яковлевича, Ирина Яковлевна Протопопова Никитина, тоже здесь вот они. Все Никитины, представляете, вот на конференции. Как пишет в автобиографии Ирина Яковлевна, дочь Ксении и Якова, жизнь, конечно, была тяжелой, потому что это была эпоха перемен. Они застали и времена революции, гражданской войны, колчаковщины, поэтому жить было нелегко. Но, тем не менее, семья прошла это время достойно. Я как внучка, правнучка, общалась очень и в детстве, и в юности, и во взрослой жизни со своей бабушкой. Наша бабушка Клеопатра Пантелеймоновна была старшей дочерью Ирины Яковлевны. У нее с супругом, с Пантелеймоном Николаевичем Протопоповым было всего 7 детей, 2 из которых умерли в младенчестве и вот выросли, повзрослели 5 детей, и наша бабушка была самой старшей. Пантелеймон Николаевич, он был военный, можно сказать, он был профессиональный военный, потому что он был участником Первой мировой войны, побывал и во Франции, в Марселе, в Африке, был в плену, можно сказать, объездил мир. Бабушка нам всегда рассказывала, для нас это было как-то само собой, но уже став взрослыми сами, начав взрослую жизнь, мы вдруг поняли, что из нас сейчас в современном мире отважится не каждый сможет выдержать другие времена, опять-таки другие расстояния, другие испытания, другие цели. Он был очень строгий человек, очень дисциплинированный, конечно же, очень любил свою семью, очень любил свою жену. И когда он уже перестал быть военным, он поступил на работу в милицию. То есть вот Ирина Яковлевна пишет в своей автобиографии, что муж работает в милиции. Бабушка рассказывала, что в семье, поскольку ее отец был военный, чекист, он и воевал, и в плену был, была строгая дисциплина. У них строго соблюдались семейные традиции, например, обеденные традиции. Всегда соблюдалось время обеда, ужина. Нельзя было опаздывать, нельзя было уходить из-за стола без причины. Уважение к хлебу, уважение к еде было другое, чем сейчас. Была традиция гостеприимства. Гостям всегда были рады, и это пронесли через поколения. То есть, и вот если мы смотрим по фотографиям, нас, конечно, не было тогда, мы не жили, но глядя на фотографии, мы можем судить, представить, как было тогда. Моя мама средняя дочь Клеопатры Пантелеймоновны, получается, внучка Ирины Яковлевны. И мама считается в семье самой образованной, считалась, потому что она закончила университет, и у нее и в школе училась всегда хорошо, и у нее было желание учиться.
Мама мечтала с детства, как она мне рассказывала, стать учителем. И вот в играх они играли, она всегда была учительницей, всегда любила учить. Но так сложилось, что она стала инженером-строителем. Мама любила свою профессию, она была чертежником, работала в проектно-конструкторском бюро ПКБ Нерюнгри. Мой отец инженер-строитель, тоже первостроитель города Нерюнгри. Он родился и вырос в городе Ленске. Он сын ветерана Великой Отечественной войны. Мой дедушка Прокопий Петрович Захаров воевал в войне с японцами в порте Дальний. Они познакомились в университете, учились на одном факультете, промышленное и гражданское строительство. Ну, естественно, вместе готовились к лекциям, занимались, учились, и на 5-м курсе они поженились. По распределению попали в Нерюнгри, и вот в Нерюнгри родилась я. Мама всегда мечтала быть учителем. И когда вот в период перестройки начались проблемы, по нашей стране перестали строить в таком объеме, как раньше, ну, в частности, в Нерюнгри. Вот в малых городах стройка прекратилась, и в Нерюнгри, в котором был свой ДСК, домостроительный комбинат, и воздвигались кварталы просто со скоростью света, можно так сказать, очень быстро. И был большой приток населения в Нерюнгринский район. Стройки прекратились. Мама у меня всегда была очень таким позитивным человеком, никогда не унывала. И она стала пробовать себя тогда в педагогике. Она в школе работала, значит, ну, как бы у нее не было специализированного образования педагогического, но она как-то решила рискнуть и пойти в школу на замену основного специалиста, который был на больничном, и работала учителем математики. Вот для нас это были такие самые запоминающиеся времена в семье. Я была подростком, но вот такой окрыленной я маму свою не видела никогда. В 90-е годы маму пригласили работать в технический институт города Нерюнгри. Но я думаю, есть сейчас еще ребята, которые помнят Ираиду Дмитриевну Захарову. У нее было несколько выпусков, были дипломники, вела курсовые проекты, очень любила эту работу, просто жила работой. Ну, вот она была таким человеком, который живет своей работой. Вот пока есть работа, она живет. Она, если бы не болезнь, она, конечно, бы и дальше работала, выпускала методички, которые потом уже перевыпускались, совершенствовались. Вот это была ее любовь, ее мечта. Размышляя над тем, почему именно выбрали дети профессию учителя, мы и сейчас над этим думаем. То есть нужно еще и поискать информацию, и побеседовать с родственниками, обсудить, почитать письма, личную переписку сестер Ирины, Агриппины, Марии, вот, как они видели то время. Но мы как бы сходимся во мнении, что такой был запрос времени. Ну, мне кажется, что и генетику нельзя исключать, что все-таки
что-то есть, когда какие-то качества наследуются из поколения в поколение. Ну и плюс сама система традиции воспитания в семье, мне кажется, когда из поколения в поколение передается любовь к книгам, к литературе, к поэзии, к желанию что-то узнавать новое, обязательно читать, искать, общаться, обязательно учиться. Это, в свою очередь, ну, приводит к тому, что своими знаниями хочется поделиться с другими и приводит к профессии педагога. Если мы будем считать от Ксении Анисимовны и Якова Ивановича, то я, получается, пятое поколение, мой сын уже шестое поколение. То есть 6 поколений, которые мы знаем вот относительно подробно. И если еще мы будем дальше изучать, то мы сможем и узнать про родителей Ксении Анисимовны и Якова Ивановича. Ну, то есть сможем поглубже в историю как-то пройти. Ну, очень бы хотелось, конечно, про родственников, которые вот должны остаться там, вот в Красноярске или в Иркутске. Ну, мы не думали, я даже не задумывалась об этом, но это правда интересно. Кто эти люди, как сложилась их судьба, чем они занимаются, кем они работают, вот, кто их потомки. Это правда очень интересно, и хотелось бы узнать и эту историю тоже. Поколения пошли уже и четвертое, и пятое, и шестое, и нужно материал собирать, потому что это интересно, продолжение рода. И когда видишь, вот какие хорошие дела они делали, достойную жизнь, кто прожил, это просто приятно, это гордость. Да, мы гордимся ими, конечно. Мы помним о них, да. О тех, кто делал добро, кто внес свой вклад в процветание Родины.